Все, начинаем. Рядом? Wisdom is life by Dot. Все, начинаем. Всем привет! С вами снова наш подкаст Wisdom is Life. Меня зовут Зарина, я являюсь соведущей подкаста Wisdom is Life. Всем привет, меня зовут Айден, я являюсь операционным директором компании Дартех и соведущим из Life. Всем привет! Я Марина, я сегодня в гостях подкаста. Я подкастер, продюсер подкастов, блогер, я веду подкасты «Морское время» и книгометр. Спасибо, что позвали. Супер, добро пожаловать. Спасибо. Да, как самоощущение, как в целом эмоциональное состояние после землетрясения, да? Да, у нас прошло землетрясение, и вот, честно говоря, кажется, как будто было, столько дней прошло, да? То есть понедельник был совсем недавно. Нормально, в принципе. Мне кажется, мы уже Да. все приходим в себя буквально. Да. Мне кажется, хорошо, когда они часто, то есть в Японии проходят же очень часто землетрясения, и поэтому все люди знают, как себя вести, а мы просто не знали, как себя вести. Да. Но даже вот это землетрясение, я уже такая сделала выводы, нужно делать то, потом это, потом поначиталась всего, то есть, И уже спокойнее стало. Да, хорошо бы это практиковать, там, учения какие-то, да, проходить. Я не Вот. знаю, последние, да? Проходили же учения, но мы так спокойно сидели. Я вот что заметил, это в групповых сообщениях пишут сразу, у кого там тревожный чемоданчик есть и так далее, и кто-то пишет, что это такое, и кто-то пишет, вот что должно быть в тревожном чемодане, да, там. И потом вот все ждали автошок, и один из там участников пишет, типа, у вас есть время как раз сейчас сделать тревожный чемодан. Да, реально. Не сидеть в соцсетях, да? Да. Выкладывая свои люстры, да? Вот. Кстати, я тоже сразу заскринила то, что нужно для этого чемоданчика. Быстро такая закинула, такая сижу, наверное. Но у хоть меня кому-то. вообще ощущение, я всегда готовлюсь к катаклизмам. М. Я не знаю, я просто люблю читать и смотреть такие фильмы, поэтому я всегда, то есть я когда смотрю фильмы, я такая, вот так вот люди поступают, там, вот так Да, вот да. нужно, там всякие постапокалиптические, Да. да, то, Супер. я такая морально готова всегда. Ну, это хорошо. Да. Меня еще, знаете, что удивило, это то, что, во-первых, были люди, которые со второго этажа прыгали, Да. которые там Кстати, травму да. получили. Ужасно. И с третьего. Я не думаю, что прям настолько страшно было. Я не знаю, насколько у тебя должно быть такое чувство, да, паники. Потому Все же что по-разному реагируют. Да. есть люди, которые в трусах выбежали, Ну да. фотки, да, тоже есть. Я вот тоже удивлялся, тапочках. как, типа, ты вот выбегаешь, у тебя у двери там куртка, да, ты мог взять куртку хотя бы. В панике вообще люди не соображают. Да, Да. не Потом у соображаю. всех по-разному ощущалось. То есть, вот у нас там, ничего не трещало, ничего не упало, только люстра качалась так волнами и все. А мои подружки там, кто вот... У нас был аттракцион. В высокоэтажках, да, говорят, там Да, вообще было 9-й этаж у нас страшно был такой прям. аттракцион. Поэтому у всех по-разному. И восприятие по-разному. Но вот так я когда сказала в сторис, мне говорят, вы что думаете, люди выбегали, они боялись за свою жизнь? Я такая, все, молчу. Лучше ничего не говорить. Да. Отлично, хорошо. Мгм. Я думаю, самое главное, что эмоциональное состояние восстанавливается. И надеюсь, что у нас в Алмате все будет благополучно. В целом. Да. В мире, в Казахстане. Да, это точно. Вот. Марина, расскажи, пожалуйста, о себе. Нашим Такой резкий зрителям. переход. Да, такой резкий переход. Меня зовут Марина. Что о себе рассказать? Как я говорила, я занимаюсь подкастами. Я запустила первый подкаст в 2019 году. Получается, уже 5 лет будет в этом году. Офигеть. Это аудиоподкаст. Юбилей. Да, я, честно говоря, я даже не думала, что так надолго продлится вообще мое увлечение подкастами. И так получилось, что часто мои увлечения, они становятся моим делом, моей работой. Вот. И тут тоже так получилось, потому что я запустила подкаст просто потому, что я была журналистом, внештатным автором, и то есть бывает такое тебе хочу взять интервью или сделать какой-то материал, и я думаю, какому бы изданию предложить. То есть нескольким казахстанским изданиям. И я хотела, чтобы это все было в одном месте, и чтобы это было мое. Вот, то есть либо какой-то блог, до этого я уже блоги вела, не такой блог, как в Инстаграме, а прям вот помните такие
были, стендалон-блоги, Да-да-да. там на WordPress, еще Да, где-то. да, да. Вот, то есть это прям было мое маленькое СМИ. Там было про сумки, про том... Где потом- могла сама визуально оформить. Да, про Да-да-да. книги. У меня даже редакция была, там люди писали, присылали. То есть и вот такой user-generated контент Мгм. был. Но я еще думаю, ну, наверное, в аудиоподкасте это легче, потому что когда берешь интервью, вот ты записываешь все на диктофон, потом тебе нужно расшифровывать, Мгм. ну, для изданий. И я такая, в подкасте не нужно расшифровывать, это легче. Я, конечно, Но, оказывается, очень там ошибалась. монтаж, Да, там столько монтажа. Вот, но так получилось, что, ну, вот как-то до сих пор мне нравятся подкасты, и я очень рада, что подкастов становится все больше и больше. Еще что о себе. По образованию я экономист. Я поступила на магистратуру вот в конце прошлого Экономист, года. журналист, сейчас подкастер. Да, вот, и на пиарщика. Вот, то есть я и так, ну, работала там в пиаре, маркетинге, просто, ну, как бы, как я говорю, в поле все это постигала, а теперь решила вот получить степень. Но это так интересно, потому что до этого все мои, ну, многие мои друзья там учились за рубежом, учились в магистратуре, но я не знала, на кого мне учиться. То есть опять на экономиста, если я не работаю в этой сфере, зачем, да, как бы, ну, промучиться, грубо говоря, и потом не работать. И вот в прошлом году, в 23-м году, я такая, вот, я хочу там либо на маркетинг, либо связи с общественностью. И получила грант, и такая, ну, нужно же воспользоваться Мессеранг, что? да, государственными деньгами. Вот, так что учеба моя скоро начнется. Я замужем, у меня 2 детей. Что еще? Бегает, плавает. Да, я марафонец. Переплыла Босфор. Такие, давай пожмем друг другу руки. Орту да. тоже. Орту еще. Да, озеро Орта, то есть я half ocean man, переплыла Супер. Босфор, пробежала 3 полных марафона. Вот, Офигеть. люблю спорт. Просто очень люблю спорт, люблю читать. Насчет плавания вот. Одно нас тоже же переплыла. Сколько ты в прошлом году уже? Ну вот делал? Босфор как раз тоже Half Ocean Man Орта, и в этом году я планирую 14 км. Мгм, да, уже Ocean Man. Ну, классно, это такой классный челлендж на самом деле, прям. Вообще мне нравится, что когда в спорте ставишь цель, у тебя вот вся жизнь, она вот к этой цели ведет, да? Мгм. То есть не только тренировки, но и вообще и работа, да, и личная жизнь. Подстраивается. Да, Да. это все ведет к одной цели, и это классно на самом деле. Ты что-то Можно я хотел? задам вопрос? Давай. Давай. В ходе сразу появился. Вот, Марина, вы столько всего делаете. Ну, в плане, вы так классно развиваетесь в разных областях, и спорт, и профессионально, да, и с людьми делитесь информацией. Откуда это такая целеустремленность, настолько осознанность, куда вы движетесь? Как вы это в себе развивали? Ну, мне кажется, это было с детства. Наверное, я была таким человеком с детства. Активным. Да, мне просто, ну, мне недостаточно было просто учиться в школе. Всегда было очень много внеклассных мероприятий, там и КВН, и концерты, Кружки. и танцы, да, и кружки, и спорт был. Ну, то есть, и вот я помню, что к 10 классу уже когда, ну, вот все задумываются о поступлении, и я тогда занималась тэквондо, и плюс еще готовилась к олимпиадам. Ну, то есть я хотела тоже там получить алтын белгі и все такое. И я хотела бросить спорт, на самом деле. Я думала, ой, наверное, он мне мешает, моей подготовке, там, олимпиада, там, ты идешь на медаль, все такое. Но я поняла, что после, вот когда ты учишься, потом идешь на тренировку, наоборот, классно становится. Да. То есть ты не думаешь про учебу, ты отдыхаешь, у тебя тело отдохнуло, такая приятная усталость. И вот тогда вот я вот это поняла, что нужно То есть обязательно. выплескиваешь. Да, то есть стресс. вообще я считаю сейчас современному человеку, взрослому, обязательно нужна физическая активность, любая. Особенно если умственным трудом человек занимается. Ну, потому что мы сидим там, ну, 8 часов, да, там, вот так я показываю. За компом, да? Ну, да, это работа, конечно, и от интеллектуальной работы очень сильно устаешь, поэтому Да. обязательно вот нужно чем-то заниматься, да даже в парке гулять. Ну, наверное, так я вот это поняла. И плюс я еще поняла, вот когда я участвовала в олимпиадах, что ребенку нужно обязательно участвовать в каких-то соревнованиях, Разгружать. Да. чтобы вообще видеть. Ну, то есть вот у меня дети, например, у меня сын, там 9 лет, он очень хорош в математике. Очень хорош. Ему легко дается, но он такой, что хорошо дается, он решил, а то, что посложнее, это сложно. И я его записываю на олимпиады. Сейчас уже у них там в 3 классе есть олимпиада, Ага. оказывается. Вот, куча олимпиад. И он такой, я не хочу, так не хотел, я его отвела.
И потом он вышел, и я вижу, что он такой, блин, так было классно, я все решил, и я вижу вот в нем себя, я думаю, блин, это нужно. Ну, то есть вообще, и он такой, я не хочу ходить на Олимпиаду, зачем это мне нужно? Я говорю, ты увидишь других детей, вообще как вообще выглядят, да, другие, с других школ, какие есть задания, и вот это все вот воспитывает тебе. Да. Ну, плюс это всегда новые друзья, и вот еще, что поняла, это формирует окружение еще. Комьюнити. Да, то есть вот все ребята, с которыми я познакомилась тогда, вот там с 9 по 11 класс, вот там дебаты, какие-то олимпиады, ну вот такие Школьные интеллектуальные, да, какие-то соревнования. И мы, мы не друзья там, но мы друг друга знаем, мы все фолловим друг друга, и я вижу, каких высот они достигли. И я знаю, что вот даже сейчас, когда мне работу предлагают, это вот такие слабые связи. То есть такой, я же знаю Марину, там, давай мы тебя там позовем. Или я кого-то так. И теперь про книги, да, где развивают нетворкинг и слабые связи. Да, да. Да, много же таких книг. Да, много книг на самом деле. Кстати, на самом деле у нас сегодня подкаст посвящен тому, чтобы Марина рассказала в целом, что читать нашим айтишникам, всем тем, кто работает в диджитал-индустрии, ну, как бы кроме, да, технической литературы, но нужно тоже, да, где-то там читать художественную литературу, возможно, там научпоп, да, либо там что-то еще из разных, да, жанров. Поэтому, Марин, что ты посоветуешь в целом читать? А вообще, именно можно, вот... да, встречный вопрос, что читаете вы? Ну, то есть, нет, вот ты упомянула, что именно вот люди, которые работают в IT. Да. А что обычно читают люди в IT? Люди на в этот IT вопрос читают в основном профессиональные книги, да? Профессиональные. Да, и я себя в один момент поймал на мысли, что вот я читаю там профессиональную литературу, и одна книга, там вторая, и все, потом у меня в голову вообще ничего не лезет. И я начал разбавлять. Ну, то есть я читаю какую-нибудь там художественную литературу или там книги там по психологии, по развитию и так далее. Потом возвращаюсь, и материал как будто лучше усваивается. Вот. И, ну, здесь я не знаю, насколько там Марина может сразу сказать, да, там вот 10 книг ты прочитаешь, да. станешь топовым айтишником. Не, я такого не скажу. Я просто порекомендую, да, что можно почитать. Ну, как бы давайте, ну, вот можем обсудить, зачем вообще читать. Да. В чем ценность чтения? чтения? В чем? Да. И вообще в целом как в себе ты к этому сама вообще пришла? И вообще откуда появилась идея там iBookU создать, потом там начать как раз подкаст там, «Книгометр», да, и я еще вот до того твоего вопроса, Гера, да, вообще, хотел узнать, как Марина пришла там... Ты же на Hit TV была. Да. Да? Я была ведущей, да. Да, ведущая. И не помню, это Калайсон называлась, да? Да. Калайсон на Hit TV, да. Потом вот ты там iBookU у тебя есть, да, там, который ты организовала. Плюс многие уже знают, было вирусное видео, в котором там Марина показала, кто, да, там, кто на той стороне, когда там человек недоступен, да. Абоненттік номер бос емес. Абонент жауабын күтіңіз. Немесе кейінірек хабарласыңыз. Абонентский номер занят. Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните позднее. The called person cannot be reached at the moment. Please try again or call later. Как ты вообще туда попала? Как, ну, вот мне интересно, вот без связи, без ничего, ты там, ну, на тот момент, наверное, ты была еще студентка. Да. И как ты вообще туда пробилась? Как это вообще происходит? Ну, как этот нетворкинг развивать? Сейчас даже иногда сложно там подойти к человеку, которому у тебя есть вопросы, начать знакомиться и так далее, а ты тут пробилась. И если не ошибаюсь, то ты еще была на Суперстар. Нет. Мы там просто были как эти зрители, мы дружили с ребятами, потому что это параллельно проекты шли, Hit TV, вот набор виджеев, конкурс виджеев, и шел первый Суперстар, и Леля Султанқызы, она была главным редактором в Hit TV и плюс жюри в Суперстаре. И получается, мы там получали там билеты, сидеть на первом ряду, и в итоге мы даже подружились с ребятами, то есть мы прям с ними общались, да, но в Суперстаре я не участвовала. Да.
Вау, это, да, такой большой объемный вопрос. Ну вот и про чтение, да, и про то... И не знаю, вот мне, когда вот так говорят, ну, на самом деле, когда вот так говорят, я чувствую ценность, ну, того, что я сделала. Потому что для меня это все такое, ну, сделала и сделала, как бы. Я, наоборот, себя даже иногда там ругаю за то, что... Ну, раньше ругала, что у меня такой опыт какой-то разношерстный, типа и там, и тут, и в итоге ты где ты, нигде, как бы. Вот если бы тут развивалась бы там, ну, поглубже, может быть, было бы там лучше. А то, получается, везде-везде. Вот, ну, просто такая сущность моя, наверное. И я вот просто, ну, вот растут у меня дети, я вижу, что у каждого человека, который рождается, у него свой характер на самом деле. То есть, да, там можно, родители как-то могут там повлиять, помочь, не навредить, но в целом вот какой характер у тебя изначально, мне кажется, ты так и будешь. То есть у меня был такой характер, родители во мне это поощряли, там всем подряд занималась, то одно интересно, то другое. Это еще же есть такое, говорят, есть люди-сканеры, вот, которые все подряд пробуют. И это интересно. Это не значит, что мы там разбрасываемся, да, а это на самом деле интересно. То есть сейчас интересно там быть ведущей, там, потом через 2 года там, я в банк ушла, например, работать, и мне было там интересно, да, например. Вот. А насчет того, как на Хит-ТВ без связей, наверное, то, что я переехала в Алматы, большой город, больше возможностей. Но я считаю, сейчас даже больше возможностей с интернетом. Ну, то есть... С соцсетями. Да, если бы, к примеру, тогда был бы интернет так развит, я бы еще в школе запустила бы YouTube-канал. 100%. И такая уже золотая кнопка. Ну, то есть, а тогда я хотела на телевидении в школе, но я понимала, это так трудно. Еще я жила в Актобе, и я вообще не представляла, как можно прийти. Ну, и не было вот этой, знаете, модели, что ты можешь пойти, предложить себя. Ну, представьте, да, мне там 15 лет, я живу в Актобе, это какие-то, ну, конец 90-х, ну, нет интернета, ну, там интернет только развивается, и не было даже, ну, какой-то модели, чтобы показать, что вот сходи на телевидение местное, презентуй себя, да, познакомься. Ну, и ребенок тоже, ну, как мог это сделать? Ну, я тоже, когда увидел, я же такой, о, Марина. И там в тех группах, где я сижу, люди начинают скидывать видео, а вы видели девушку, которая озвучивает? Я говорю, конечно, видели. А я сам не знал, что это ты. Вот это тоже интересно, потому что там в группы родственников, там тоже моих каких-то там знакомых, все и все так радовались, такие, блин, мы же тебя знаем, но мы не знали, что это ты. Потом было очень много вопросов, что это не она, типа. Типа фейк, да? Да, голос не подходит, это не ее голос. А ты с ними боролась? Писала в комментариях, нет, Нет, это я. А потом писали, до сих пор пишут там, ой, мына қызды жек көрем, короче, мына қыз екен қанымды ішеді, короче. Ну ладно, приколы, и все. Иногда всплывает где-то что-то, и вот так оно там набирает свои, там, не знаю, просмотры, и я такая, ну ладно. Ну, смотри, тебя, наверное, все, кто тогда пользовались мобильными телефонами, все знали. Ну, про вот это вообще ожидание, да, это? На тот момент. Вот. И мне кажется, феномен как раз в этом. То, что, знаешь, как в аудиоподкастах, вот ты слушаешь, и в какой-то момент ты где-то в Гугле вообще там случайно встречаешь человека, и ты такой, подожди, он же ведет этот подкаст, да, аудио? Да. И он, оказывается, выглядит вот так. Я, типа, вообще никогда даже не знал, что он выглядит. И мне кажется, здесь это сработало. Потому что ну, каждый раз мы это слышали, а тут ты такая раз в машине, да, кажется, ты сидела, такая раз ну, снимаешь себя, и этот же голос, и все такие, воспоминания эти сработали. Мне кажется, да, людям было интересно, что, ну, как ты сказал, это все думали, что вообще это роботизированный какой-то голос. Ну, то есть никто никогда там, ну, просто слышишь и слышишь, а тут это, оказывается, живой человек. Еще многие говорят, мы думали, это взрослая женщина там. Ну, хотя у меня там голос, но у меня сейчас голос стал ниже. Вот на самом деле, почему даже сейчас я говорю, когда это все таки, блин, оно отличается. Я говорю, ну, конечно, во-первых, обработка, да, а во-вторых, то, что у меня голос стал ниже с возрастом. С возрастом, да, конечно. Вот если Бейонсе послушать песни, тоже у нее 10 лет назад был звонче голос, а сейчас у нее прям низкий такой голос. Вот.
То есть ко мне, во-первых, подписалось плюс 20 тысяч подписчиков. Массово. Да, потому что меня там и блогеры отмечали, и все, и паблики, и плюс 20 тысяч, то есть у меня было 30 тысяч, и плюс 20 тысяч, там и у меня 50 тысяч, и все такие ждут. А после не отвалились? Они потом отвалились, Да. конечно, да. Мгм. А я вела свой контент, как обычно. По своим принципам? Да, типа плаваю. И все такие, что? Мы хотели приколы. И отписались. Вот. Ну, то есть, на самом деле, нужно уметь пользоваться вот такой ситуацией. Надо было, конечно, тогда что-то придумать мне. Ну, ты Я свой не делала. контент-план не стала менять. Да, я такая, я буду вести так, как я привыкла, интеллектуально. Кстати, вот вести интеллектуально, насколько это сложно? Да, там по подписчикам собирать. Все-таки это не Нет, юмор. это не сложно, но никаких подписчиков, никаких Просто, да. просмотров. Да. Ну вот мы сейчас «Книгометр», подкаст «Книгометр», вот я веду его с Жанной Аргуль, мы с ней познакомились в книжном клубе iBookYou, и вместе вот 3 года назад запустили этот подкаст во время пандемии в 2020 году. И у нас в аудио классная аудитория, то есть мы вот как-то вот набрали эту аудиторию, мы даже можем забывать анонсировать, люди все равно слушают, то есть и они привыкли нас слышать. И в прошлом году летом мы вышли на YouTube. И мы сейчас вот покоряем YouTube потихонечку, но очень плохо получается со скрипом. И в целом во всех соцсетях, так, вы, наверное, тоже заметили, очень много контента. Я вот начала Мгм. тоже на Ютубе активно тоже Мгм. закидывать свои видосики. Ну, идет так тоже. Потихонечку Вот, а капает. раньше так не было, потому Да. что у меня был YouTube-канал 9 лет назад, и было 3-5 тысяч просмотров, и я такая, ну норм. Представляете? А сейчас 3-5 тысяч, это нужно постараться. Да, сейчас вот так еле-еле, ну. Да, И да, вот да. потому Тогда что... просто столько контента не было. Да, не было контента. Или даже в аудиоподкастах даже раньше было больше прослушиваний, чем сейчас у меня. Мгм. Хотя, казалось бы, должно же быть наоборот, потому что контента все больше и больше. Иногда мне кажется, что контент-мейкеров даже больше, чем вот аудитория, которая может это все Мгм. поглощать. Ну, то есть ваш подписчик, ваш слушатель, он наверняка вот пришел с работы, да, хочет включить подкаст, чтобы поужинать, и у него на выбор вот так 20 подкастов, да? Ну, так же? И он думает, что посмотреть. А раньше это было 2, да? Да. И вот Ну, всё. еще знаешь, с чем это, мне кажется, связано? Я про это думал, и кажется, это связано с рекомендационным модулем YouTube. Мгм. Ну, то есть раньше он, возможно, не был таким крутым. М, Соответственно, он там показывал тебе все каналы, там, всех подкастеров, которые есть, да, чтобы Да. ты сам выбирал. А сейчас ты там один подкаст посмотришь, Мгм. и он начинает тебе показывать только те, которые вот Мгм. более Там же алгоритм, да, Да. и все-таки. И поэтому остальная часть, которая вся там старается, записывает, их он просто Да. убрал в другую сторону, и они Ну не да. попадают в рек вообще. Ну, согласна. Плюс еще заголовок, вот эти слова ключевые. То есть мы вот сделали видео в конце года «Лучшие книги года». И это уже, видимо, попало в алгоритмы, потому что YouTube сразу нас на первую страницу вывел. То есть я сижу, в 4К еще оно загружается, и комментарий. Не знаю, как мне попалось видео с 0 просмотров. Человек пишет. И я такая, что? И потом смотрю статистику, оно на главной было, потому что лучшие книги года. Ну То да, есть кричащий да, кликбейт. да. А когда мы говорим японская, корейская литература, это вообще Всё, да, никому, да, не пока там. Архан Памук, и что он написал? То есть это вообще, ну, реально ни в каких алгоритмах. И ТикТоки тоже, кстати, так же. Вот на следующий день после землетрясения у меня вся лента была вот в землетрясениях, там и Япония попала, короче, и Да. все. И вот, ну, ТикТок лучше продвигает. И Ютуб, кстати, лучше продвигает. ТикТок вообще, да, я соглашусь, я тоже закидываю в ТикТок свои видосики, там достаточно хорошие просмотры Мгм. набираются. Ну, то есть он такой, если он взял интересное видео, он его будет до конца Да. всем предлагать. Вот Да. реально есть видео, которым уже несколько месяцев, и ТикТок до сих пор их продвигает, и люди сохраняют. Причем я заметила, что сохраняют. может еще периодичностью. То есть там первые 10 дней он у тебя хорошо Да, заходит, да. потом 10 дней тишина, Потом и опять. обратно. Да. Но в Да. Инстаграме такого нет. Да, в Инстаграм Инстаграме тебя нет такого. недельку попушил, потом такой, И все. плати бабки. Да. Все. Ну, Да. это еще, скорее всего, с челленджами связано. В ТикТоке же очень много челленджей, да, и вот сейчас, я думаю, да, возможно, тебе с голосом было бы прикольно сделать какой-нибудь челлендж, чтобы Мгм. люди, наверное, попробовали также озвучить.
разными Кстати, был голосами. такой да, челлендж там. в ТикТоке. Да, я, кстати, Дикторы читали, делала с начитывали. дикторами дуэт. Да, Да. да, дуэты были прикольные. Надо. Да, это надо. надо. Надо в план, да, вписать. Да, когда это все. Да. Вот. Ну и получается, что вот книгометр наш, и мы делаем видео. Это сложно, это затратно. Но и там нужно завоевывать новую аудиторию. Ну, то есть наша аудиоаудитория, она не переходит в видео. Мы думали, они перейдут. Аудиалы, да. Они такие, не, мы привыкли вас слушать. Все. Мы не хотим на вас смотреть. Да, типа того. Мы поэтому говорим, вот книжка, вот мы ее показываем в видео, переходите в видео. Вот, Да. ну, это все интересно. Я на это все смотрю на процесс такой игры. То есть это всегда игра, это всегда тестирование гипотез, там, это всегда интересно, ну, сделать выводы, и если залетает, то это круто. Но я говорю, раньше было намного проще, легче, ну, вот сделать такой контент. Да, с годами сложнее, креаторов тоже становится больше, контента больше, соответственно, конкуренции тоже больше. Да, но есть профили, которые взлетают вот буквально там за месяц-два, ну, когда у них Да-да-да. прям выстроенная контент-стратегия, прям вот в одно идет, то да. Да. Ну. Ну, в любом случае нужно придерживаться какого-то постоянства, контент-плана, и тогда, мне кажется, тоже потихоньку-потихоньку да. будет уже капать. Да. Ну вот про чтение, то мы так ушли, да? Да. В сторону. Вот вопрос, да, зачем читать? Вот для вас зачем вы читаете? Зачем вам читать? Ты ответишь. Ну, я читаю для кругозора своего. Потом, ну, если в студенческие годы я читала больше, поскольку училась на факультете журналистики, и у нас прям, я не знаю, там целый семестр мировая литература, целый семестр казахская литература, целый семестр там русская литература. И в течение там семестра ты как минимум должен прочитать до там, тебе дают там на выбор 100 книг, из них, я помню, вычитывала около 50. Просто каждый день по 2 часа сидела, чтобы получить нормальную оценку. А сейчас у меня просто времени не хватает. Я читаю то, что либо кто-то из инфлюенсеров мне рекомендует, либо по необходимости читаю. Ну и, соответственно, конечно, поскольку я тоже записываю подкасты, там, да, там мне тоже приходится где-то там говорить, выступать и так далее. Для пополнения словарного запаса я читаю, допустим, художественную литературу. Так как пополняет запас художка, ни одна другая книга так не будет пополнять. Да, ну давайте, первая причина — пополнять словарный запас. Ну, в моем случае, да. Ну, И кругозор. Да, второй кругозор, расширить Да. кругозор. окей. У меня... Ну, давайте начнем с какой книги, да, условно? Если это именно какая-то художественная литература, и по ней какие-то фильмы снимают и так далее, вот здесь я читаю, потому что я несколько раз читал книгу, потом смотрел фильм, и мне фильм не понравился. Почему? Потому что я уже, по сути, там знаю, как в моей голове актеры выглядят, да? Персонажи, не актеры, окей. Как с аудиоподкастами штука, да? Да. Плюс я всегда думал, что... Ну, то есть не думаю, а считаю, что фильм — это, по сути, там, как это понял там вот эта вся команда, как поняла, режиссер, там, сценарист и так далее, как они поняли эту книгу и как они ее трактуют, и как они хотят показать это зрителям. А там, когда ты сам читаешь, иногда бывает, что в твоей голове это чуть-чуть по-другому, да, вот. И с этой точки зрения вот эту всю литературу мне интересно читать. Вот, это плюс какой-то там, так скажем, работа с моим воображением, да, чтобы я ее развивал, чтобы я там не останавливался. Развивать воображение. Словарный запас и все и так далее, да, точно. Если брать профессиональную литературу, я не всегда там любитель смотреть видео, да, там сейчас, например, многие там курсы просто проходят. Да. Но зачастую в книге есть какие-то вот именно детали, да, там условно ты читаешь про какой-то модуль, и кто-то объясняет там своими словами, да, этот модуль там предназначен для того-то, вот так ты можешь его использовать. Но есть какие-то детали, которые ты как раз-таки столкнулся и не можешь решить, и это есть в книге, да, и мы даже вот недавно обсуждали, я даже в какой-то момент начал в оригинале читать именно профессиональную литературу, потому что, когда переводят, я сам сталкивался с тем, что я читаю, и в какой-то момент я просто не могу понять объяснение на русском языке. Я думаю, почему я не понял? А потом
нашел в оригинале, и оказывается, когда переводчик не понимает сам, Ага. он просто убирает этот блок и Да. продолжает. Есть такое. И то- Серьезно? Да-да-да, бывает. О, я не знала. Мгм. И ты, получается, читал, как все шло Да. там логично, потом раз, какой-то промежуток пропадает, и просто пишут, и вот из этого следует вот это, вот это, вот это. А тебе Потому что как не раз всегда этот же момент нужен переводят был. именно эксперты. Ну, конечно, ну. Да, и вау. тебе вот этот момент нужен был. А ты потом на английском читаешь, а там прям подробно, просто он не понял, и он решил это Нормально. убрать оттуда. Такой, ай, уберу, никто не Да. заметит. Да. А то Тайтан заметил, да? Да, да. Не, ну, на самом деле, если вот там на Reddit посмотреть, Мгм. это везде обсуждается. М. Ну, что есть такая проблема в переводах, и что А ты не какие-то... писал в издательство? Нет. Ну, Жалобы? они же потом выпускают следующую серию. А, ну, да, например, там исправленная, условно возьмем. дополненная. Да. И там этот блок уже может появиться. Скорее всего, он разобрался, или кто-то ему про это как раз сказал. Ну, там, Да, да. слушай, ты там вот это убрал, а на самом деле там очень важная информация. Вот. Вау. Это тоже одна из причин, Мгм. почему там я люблю читать. И Мгм. третье, это, кажется, вот я там первый раз мне в руку попала книга «Приключения Шерлока Холмса» Мгм. вообще в школе, да. Мгм. Я начал ее читать и с тех пор полюбил вообще чтение. М. И для меня это какая-то вот... Кстати, это вот мое морское время, да? Вау. Я там Класс. сажусь. Я, кстати, да, мне тоже интересно было. Я вообще думал, что морское время — это ты про плавание. Ну, Это то, А же я что- можно- почему-то, оно у меня прям Да. как-то ассоциировалось с Нет, тишиной. я имею в виду, с кайфом. я думал, что ты выбрала морское время, А. потому что ты сама плаваешь, Да. и типа вот с А этим там связано. все. Да, а Ещё потом Marine я Time уже... это же. Да, Marine Time это вообще... ну, Вообще, понятно. там все Да-да-да-да-да. совпало, нейминг Да. влияет. То есть там большая идея. Да, Да, там- ну вот для тех, кто не в курсе, наших слушателей, мой подкаст называется «Морское время», и «Морское время» — это все время, которое вы посвящаете себе на те вещи, которые вы откладывали. Ну вот как вот Зарина Да. сказала. Вот, То есть у такое меня, свободное время. Да, Да. ну, во-первых, цвет, да, такой сразу успокаивающий. И у меня прям морское время — это равно вот спокойствие, когда ты можешь спокойно сесть Да. и почитать, Да, да, послушать. Поэтому Да. вот слушать подкаст — это Да. тоже морское время. Да, То есть, да, 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 да. на себя время, читать Мгм. книги, Да. да. Ну и плюс плавать — это тоже может быть морское время. Да-да-да. Ну, плавать это точно морское мое время, Ну, да? Да. Да. Вот. Мгм. И поэтому чтение для меня стало таким. Ну, то Мгм. есть я там прихожу, у меня есть свое время, Мгм. я там ухожу в эту книгу головой, там, не знаю, за кого-то переживаешь в Да, книге, да, да. еще что-то, Мгм. ну, вот это все, и ты вот, ну, получаешь новые знания. Кстати, вот здесь вот Мгм. хочется сказать, я, допустим, когда первый раз открыла «Идиота», Мгм. когда мне было 21 или 20 лет, Мгм. это у нас опять-таки на журфаке. Да, да. Мгм. В списке, в обязательном причем. Я его открываю, читаю первые 5 страниц, все. У меня вообще не идет. Я не могу понять, о чем речь. Видать, мой психологический возраст на тот момент вообще не Мгм. соответствует этой Мгм. книге, тем более Достоевский его написал. Да. Но когда я его прочитала ближе к 30, Мгм. то вообще другое. То есть ты там видишь людей, которые реально в жизни существуют, да? Тот же Мышкин, там тоже еще Мгм. кто-то, да? Мгм. Ну, то есть реально на тот момент у меня, допустим, вообще не было, да, такого прям большого, скажем Да. так, познания каких-то психологических, да, моментов, сценариев, Мгм. да, в жизни. А тут потихоньку с возрастом, оказывается, тоже такое приходит. И в какой-то мере чтение книги, особенно художественно, оно помогает понимать характеры людей. Мгм. Именно художественная литература. Возможно, это с Ну годами да. тоже. Ну, давайте тогда я отвечу. Галина Юзефович, это литературный критик, сказала, Мгм. что литература — это величайший тренажер эмпатии. Мгм. И еще есть такая книга Стивен Пинкер «Худшее в нас», да, Мгм. или «Лучшее в нас». О май гад. Короче, «Лучшее в нас», да, просто мы переименовывали эпизод как «Худшее в нас». Это книга о том, что насилие в мире стало меньше. То есть это человек провел огромное исследование и Мгм. доказал, что Мгм. на самом деле раньше было больше войн, там каких-то там битв, да, и просто там какие-то вот эти вот как это, когда церковь сжигала, да, там на костре. Ну, то есть человеческая жизнь, она не имела особой ценности. Сейчас человеческая жизнь возведена в высшую ценность, да, и мы стали более эмпатичными. И как люди стали эмпатичны благодаря чтению. То есть Мгм. примерно там 17-18 век или даже раньше, да,
сори, могу ошибаться, когда начали выходить первые книги художественные, это про какие-то вот судьбы, да, и люди, они начали понимать, Сопереживали. да, как Да. чувствуют, что чувствуют другие люди. Например, почему книга «Хижина дяди Тома» произвела, можно сказать, революцию, да, потому что эта книга показала, что чувствует раб, что Да. он тоже человек, он может там чувствовать, у него там есть переживания. И люди до этого, вот сейчас нам в 24 году это кажется странным, да, а представьте тогда, да, это причем было совсем недавно, это 20 век, да, и люди плакали, когда читали эту книгу, и они лучше поняли. Вот сейчас я читаю книгу «Ученик архитектора», это Элиф Шафак, я первый раз читаю книгу, это турецкая писательница, турецко-британская писательница, и мне очень нравится эта книга, потому что она про слона и мальчика-погонщика. Мальчик-индус, который приехал вместе со слоном из Индии в Турцию. И это Турция времен Сулеймана Великолепного. И вот, представляете, да, такая завязка уже классная. Да. И насколько там показывается характер этого мальчика, как он растет, как он вообще смотрит на этот мир, там взрослые какие-то поступки, он по-своему, да, их как-то вот, ну, через себя, интерпретирует. да, понимает. Да. И как действует слон, что слон такой умный, что он там не хочет делать, его там, не знаю, там заставляют там, да, там на потеху публике что-то делать, он встает в позу, и ничего ты не сделаешь. И вот это тоже, это тренажер эмпатии. То есть я там читаю эту книгу, плачу, да, потому что, ну, мне жалко, да, этого слона, этого мальчика. И вот так мы, читая литературу, мы действительно сопереживаем. Вот. И эмоции, кстати, там очень красочно описываются, по идее, в книжках. Да, красочно. Вот. И поэтому вот это все, что вы сказали, это действительно, ну, причины, почему мы читаем. Конечно, читать... И запах. Да, не обязательно, потому что есть кино, да, есть еще, не знаю, там, ну, много-много всего. Но кино — это то, как увидел... Вот, как режиссер. сказал, да, как увидел режиссер. Это только его видение. А мы в голове можем вообще создавать просто невероятные миры. И поэтому часто мы разочаровываемся, да, когда смотрим экранизацию, такая, блин, это же было не так, в моей голове было круче. Но мне кажется, вот одна из немногих экранизаций, которая, ну, наравне или, можно сказать, превзошла, это «Гарри Поттер». Ну, то есть это то, как вот этот мир Гарри Поттера. И, кстати, книги о Гарри Поттере, они тоже вернули детям интерес к чтению, потому что Джон Роулинг говорили, никто не будет читать книги про какого-то мальчика-волшебника, никто не будет. Но случилось все наоборот, то есть и дети начали читать, и взрослые тоже, и это еще и она произвела революцию в том плане, что это детская литература, которую любят и взрослые, и это тоже стало доступным, что взрослые могли признаться, что да, я читаю детскую литературу, я обожаю этот вымышленный мир, да, и я верю в него, я жду письмо из Хогвартса, да. Вот. Поэтому вот именно художественная литература, она играет вот особую такую роль. Но при этом, почему иногда люди вот хотят, да, не хотят читать, они вроде открывают книги и говорят, мне ничего не понятно, мне скучно, я не могу, да, читать, потому что нужно тоже есть, ну, есть читательские уровни. Например, самый первый уровень — это когда ты просто читаешь и понимаешь написанное. Да? Вот и чаще всего детские книги такие, когда говорят, вот слоник поступил так-то, он показал, что дружба — это хорошо, да? То есть вот как написано, так ты и понимаешь. Иногда в книгах есть такое, да, тоже для взрослых. Иногда в фильмах тоже нам показывают, а вот и так он показал, что есть дружба. И ты такой, ну я же не дурак, я же понял, да? Ну как бы мне не надо это 2 раза объяснять. И ты чувствуешь себя немножко таким одураченным. То есть это, наверное, ну не для твоего уровня может быть, да, и, может, режиссер тебя нехорошо знал, или писатель. Второй уровень — это когда ты уже можешь самостоятельно анализировать поступки, допустим, тебе там описывают какого-то приятного человека, но какие-то из детальки, и ты понимаешь, что нет, он что-то вот сейчас будет не то, да, какой-то он гнилой, да, например, вот. И третье — это уже, ну, я сейчас так обще говорю, может быть, я тоже ошибаюсь. Третий уровень — это когда ты можешь уже анализировать и можешь
не просто вот что сказал автор, да, ты уже анализируешь и можешь сопоставлять с другими произведениями. Мгм. И это я сама проходила через это. И это не так, что в детстве мы все на первом уровне, а в взрослом возрасте нет, абсолютно не так. Когда ты не читаешь, у тебя вот это все, ну, как вот эти мышцы атрофируются. Ну, как бы если не тренироваться, мышцы приходят там, не знаю... Ну вот, всё Марина, например, ты запустение. очень много читаешь, да? Да нет! Я Ну, немного. по сравнению с нами, либо по сравнению с По сравнению со всеми. с Жанаргуль я читаю мало. Вот. Как находить время все-таки? Может быть, у тебя есть какие-то свои техники? Ну да, это нужно находить. Вот, как? Это нужно выделять прям время. На самом деле, видите, мы все, ну, как бы считаем, что, ну, можно взять чтение, там, самолет, может, поезд, да? Когда еще, например, или когда вот кто-то посоветовал книжку, или когда каникулы, и все. А в повседневной жизни времени на чтение нет, потому что это Да. неважное занятие, да, то есть у нас есть время на все, там работа, там поваляться в соцсетях, да, полежать с телефоном, сходить на спорт, сходить в горы, да, там встретиться с друзьями, но на книжку мы не выделяем время. А на самом деле, ну, наверное, надо. Мне тоже плохо получается, я стараюсь. Я, кстати, запускала несколько раз челленджи в соцсетях, что читаем 30 минут в день. И люди с удовольствием участвуют в этих челленджах, они бесплатные, просто мы все в чате и просто отчитываются. Да. Я хотела в начале года сделать, но что-то у меня сил не было, может, опять запущу, так что присоединяйтесь. Обязательно. Да, там никаких обязательств, вообще можно и ничего не писать, не выкладывать, просто сам для себя вот выделяешь 30 минут в день и только художественная литература. И люди такие, а можно нонфикшн? Я говорю, нет, нельзя. А можно аудиокнигу? Нет, это не чтение. Это не то. Вот, и вот так вот выделять. Ну и плюс бывает запойное чтение. Ну, то есть вот... Когда ты не можешь оторваться. Да, когда ты не можешь оторваться, можно взять такую книжку. Они часто не какие-то там супер высокоинтеллектуальные, но они очень захватывающие. Например, Акунин, серия про Фандорина. Она супер захватывающая. И там маленькие книжки можно за один день прочитать. Ну, 2 дня. И тебя просто будет вот это... Там еще язык хороший, да, ну, она достойная книга. Вот. Особенно про его приключения в Японии, да? Да, Все сразу начинают, все. Вообще супер, да. И поэтому можно вот что-то такое увлекательное просто найти. Или, например, любой детектив, триллер, ты все равно захочешь. Ничего страшного. Ты все равно захочешь узнать, что будет в конце. То есть нужно брать какую-то не что-то высокоинтеллектуальное, что там какой-то там, не знаю, книжный блогер посоветовал. Но блогер уже прочитал там 200 книг, да, наверное, ну, и уже может там вот так сидеть и спокойненько какой-нибудь этот читать. Я тоже, например, я бросаю книги, которые скучные. Я «Идиота» тоже бросила. Я такая, мне не нравится, я не буду читать. Ну, как бы я абсолютно не стыжусь. Я не читала Анну Каренину, я не читала «Войну и мир». И я такая, ну, это же классно, я могу еще прочитать в будущем. Зачем читать все книги вот в 17 лет, вот эту мировую классику, да? Ну, нас заставляли. Да, вот. Мы ради оценок читали. Ну, а если перечитать... Анну Каренину я тоже ради оценки прочитала. Например, вот я там, не знаю, вот «Граф Монте-Кристо» я читала в школе. Там мне лет 13, может, было, или 14. Потом я прочитала, мне там 20 с чем-то лет, и потом я прочитала уже в зрелом И каждый раз возрасте. по-разному? Каждый раз по-разному вообще. И вот это тоже классно, книгу. Да. Вот взять, прочитать и так понять, что ты по-новому ее раскрываешь, либо наоборот, что, блин, я тогда там был совсем юным, молодым, и я восхищался этой книгой, оказалось, что она мне не нравится. А вот это, кстати, для меня вот это обозначение классики. Я долгое время не мог понять для себя, вот когда мне говорили, вот, а ты читаешь классику? А я всегда задавался вопросом, а что такое классика, да? И для себя я решил так, что если я могу книгу перечитать в разные годы и понять по-разному, то значит это для меня классика. Вот так. Да, классно. Потому что я, например, «Старик и море» читал 4 раза. Вау. И каждый раз Обожаю я Хемингуэя. всегда понимал по-разному. Ну, вот, Супер. чтобы вообще просто было понимание, я когда в детстве прочитал, я подумал, глупый старик, да? Зачем, да, всю книгу писать о том, как он не может эту рыбу донести? Просто вот. А на потом, самом деле когда- столько философии, да, там? Да, а потом, когда я уже перечитал ее, я такой, ну, ладно, может быть, это того стоило, да? А вот когда я там прочитал пару лет назад, и ты, когда у тебя уже есть какой-то жизненный опыт, и ты знаешь, да, условно, вот
даже вот это вот, когда все приходят в спорт после 30 и Мгм. начинают там все ставить нереальные цели, да? И вот это же тоже совпадает. Ты такой думаешь, я докажу, да? Ну вот в случае старика его никто не видит, но при этом он же до конца идет. Ну да. Он такой там руки в крови, все Мгм. дело. Ну вот он там, потом акулы напали, он с ними там поборолся. Вот. И у тебя то же самое, по сути. И ты такой начинаешь, блин, а я его понимаю, да? Мгм. И вот такие книги Метафоричные, для да? меня это классика, я не знаю. Ну, Да. может быть, у вас есть какое-то другое объяснение. Классика — это то, что актуально всегда, получается. Да, Ну, и как бы народное что-то уже. Что написано, допустим, в XVIII веке, ну вот, например, Теодор Драйзер. Почему я очень его люблю? Мгм. Потому что его Ярмарка книги... тщеславия даже? Это Тиккерей. Это Да. Тиккерей, да. Теодор Драйзер, финансист, трилогия «Финансист». желания, Да. американская Да. трагедия, сестра Да, Керри. Очень, по сути, похожие, структура, похожие герои, но они актуальны. То есть вот, например, американская трагедия — это про молодого парня, который жаждет славы, богатства, денег, но ленив и ничего не хочет делать. И то есть такой же герой Да. живет же и в наше время. Да. Так же? 90% людей. Вот. И ты читаешь, вроде написано там в 18 веке, вроде там реалии там американские, там Но архетип до сих пор жив. да, там революция, вот эта вот производственная Индустриальная. революция, индустриальная, да. Ага. Мгм. А такое ощущение, будто этот мальчик-айтишник здесь и сейчас. И он вот сидит и смотрит, говорит, ой, ну вот эти вот богатые люди, блин, вот бы я был таким же, как они. Вот у них классная жизнь, они же только в богатстве купаются и только вот ходят в машинах, своих автомобилях, короче, ездят и пьют кофе, короче. Он когда портье работал, он Да, вот так да, да, думал на проходящих. И я такая, ты дурак! Иди Вот, работай. да, иди работай. Эти люди же работали, наверное. Да. Вот. И вот этим, наверное, действительно классика. Поэтому некоторые произведения, которые выходят сейчас, современные, вот я их читаю, думаю, блин, вот это станет классикой. Ну, то есть это станет такой летописью нашего времени, да, то есть через 30 лет, через 100 лет будут люди читать вот эти книги, и это же не И обязательно... проживать эту эпоху. Да, проживать Да. эту эпоху, и не обязательно это те книги, которые прям супер вау. Они просто Мгм. собрали в себя вот эти вот какие-то штуки. Вот, например, есть писательница Салли Руни, она 91 года. М. Она мировая, у нее мировая известность. Написала всего 3 книги, по 2 из них уже есть экранизации. И это книги про миллениалов. Это вот про нас с вами. Мгм. И ты читаешь, и такой, Ты чё? видишь себя, да? Нет, пошли, ушли, встретились, поссорились, расстались, поругались, ушли, пришли, Мыльная опера. подумали, и все, да. Там Мгм. есть одна книга, которая в письмах вся. И я такая, боже, эти письма, это какой-то блок. Но я понимаю, что это через время станет какой-то летописью нашего Да. времени, да. Да. Вот, и... А как ты выбираешь книги? Знаешь, почему у меня такой вопрос? Потому что я до этого как-то писал пост и для него делал ресерч. Мгм. И вот прочтение в среднем одной книги занимает примерно 10 дней у среднестатистического Мгм. человека. Вот. И в год получается всего 36 книг. Ага. Вот. И потом начал смотреть, а сколько книг вообще? И на Ага. 2010 год было 130 миллионов книг. Это на 2010. А потом написано, что сейчас Ага. книг становится намного больше и растет геометрически. Да. Поэтому там предположительно уже посчитали, что сейчас примерно 170 миллионов книг. И если вот, ну да, если Да. ты, получается, читаешь 36 книг в год в среднем, то за 50 лет ты прочитаешь 1800 книг Мгм. из 170 миллионов. Вот. И как ты выбираешь книги? Ну, это такая грустная статистика. Да. Ну, в плане, я Немного реально грусти в подкаст. смирилась с тем, что я не прочитаю все, что я хочу, например. Точно так же, как, возможно, я не посещу все страны, да, которые я Мгм. хочу. И я не смогу заняться всеми хобби, Мгм. да, которыми
о которых я мечтаю. Вот. И про книги это действительно так. Поэтому я считаю, надо бросать книгу, если она вам не нравится. Ну, в смысле, не надо себя мучить и до конца дочитывать. Вот. Но если ты читаешь, и ты понимаешь, что тебе не заходит, Ну, здесь я полностью согласен. Я тоже, один из моих выводов, это было то, что я раньше, как, не знаю, перфекционист, Заставлял, да, себя? До конца. Я ее начал, Да. мне надо ее закончить, чтобы я мог сказать, что я эту книгу закончил. Да. А когда я уже посчитал, я такой думаю, зачем? Ну, типа, если с первых страниц эта книга не заходит, мне вообще не интересно, то я просто ее бросаю. А потом уже начал даже выбирать книгу по-другому. Потому что я там же писал про то, что я читал книги по 100 книг по версии BBC, которую должен прочитать каждый, и я прям большую часть прочитал. Ну, типа там в районе 80 или 90 книг из этого списка. А потом, когда посчитал, думаю, вот некоторые книги же мне не зашли вообще, но я их прочитал. Зачем? И все. После этого я начал выбирать книгу прям тщательно. Я там читаю рецензии, я смотрю примерно про что. Иногда даже чуть-чуть пробегаюсь. Если прям цепляет, я начинаю читать. А вот ты... Вы ведете вообще книгометр. Как можно, вы это кстати, все выбираете? Слушать книгометр и вот эти 170 миллионов примерно 0,00% будешь знать. Но мы в каждом эпизоде, если... У нас как эпизоды построены? Каждый эпизод — это жанр. То есть мы не делаем так, что «Ой, я прочитала эту книгу, давайте я расскажу, она мне понравилась или не понравилась». Вначале были такие эпизоды, потому что мы тоже, как вот читатели, мы росли. А сейчас мы готовим прям про жанр. То есть если это там, например, литература, не знаю, там корейская, японская литература, мы рассказываем, какие тенденции есть, как она зародилась, какие были классики, то есть какая специфика этой литературы, да, и потом уже мы читаем несколько образцов и рассказываем об этом. И что мне нравится, что мы сейчас как читатели стали уже такие, такого высокого уровня, я не постесняюсь это сказать, то есть мы прям можем анализировать и делать какие-то отсылки, что связано, то есть мы уже настолько, умеем, да, видеть, что мы такие, значит, вот это вот общая тема. Например, в корейской и японской литературе есть очень много страданий, очень много одиночества и много смерти. Потому что они относятся к смерти норм. Как бы смерть — это часть жизни. И как бы, да, вот и в японских даже вот Мураками почитать, там обязательно кто-нибудь там жизнь самоубийством покончил. Он такой, мой одноклассник покончил жизнь самоубийством, ладно, я пришел на пары такой. То есть, вот это просто философия такая. И в западной литературе смерть человека — это же, да, там это вообще просто там... Может, это конец книги где-то. Да, нет, или даже вся книга может быть этому переживанию посвящена. Просто разница, да, как бы какая-то вот. И поэтому, да, ты вот это читаешь, и вот мы вот это вот рассказываем. Получается, в каждом эпизоде мы примерно по 10 книг советуем. У нас вышло 75 эпизодов. То есть это за 3 года? Да. Ага. То есть сколько книг мы примерно, значит, посоветовали? По 10 книг? Да, по 750? 750 книг, около 700, даже и где-то больше. А вы все это прочитали? Меньше. Иногда мы все это прочитали, иногда мне даже не надо читать, потому что я это уже читала. Иногда мы такие, нужно вот это прочитать, вот это прочитать. Не всегда успеваем, просто иногда описание говорим, например, какой-нибудь книги. Вот. Но чаще всего, да, 2-3 книги готовим к эпизоду. Минимум 1. Марина, вот в 23-м году сколько книг прочитала? Ой, я мало прочитала, я прочитала 20, по-моему. 20. Очень мало, да. Потому что все, что к эпизоду было, там я уже читала их, допустим, какие-то перечитывала, и у меня был такой нечитающий год. Вот. А ты проходила всякие техники скорочтения? Нет. Кстати, мне не зашло, я вот проходила. Нет. Я не могу читать. Не хочу. Художку вообще Это не для абсолютно не могу художки, это для воспринимать. нонфикшн. Это вот как раз вот какую-нибудь книжку там, техническую там свою литературу. Или вот бизнес-книги, их же вообще вот так. Я пробовал, не получается. Потому что у меня мозг я даже не вот воспринимает. с тренером я это обсуждал, да, и она мне тоже сказала, есть книга «Теория игр», очень классно. Читали, да? Нет. Вот, и я принес ее на скорочтение, и она мне сразу сказала, тебе будет очень сложно. Потому что я, говорит, эту книгу читала, и там очень сложно написано, и ты, когда будешь просто пролистывать, ты не запомнишь ничего. Вот. И я такой, у меня там часть книг такие.
и такое скорочтение не поможет, значит. Придется все равно там останавливаться, Да, читать да. нормально. И мне тоже не зашло. Мгм. И аудиокниги мне тоже не зашли. Мгм. По той же причине, как с фильмами, да, там. Аудиокниги мне заходят. Я вот сколько не пробовал, я даже менял как дикторов, да, которые Мгм, читают, и все равно у меня такое ощущение, что вот это не мой внутренний голос, которым я читаю. Да? Да. Да. И как будто он где-то чересчур эмоциональный, где-то наоборот он не эмоциональный. Ну да. И ты такой Да, да, слушаешь, и там же момент такой, сейчас ты должен был чуть-чуть там... Да, да. Потом у нас же Да. разная скорость чтения. Там, Да, у допустим, всех разная. природа вот так шук-шук-шук, вот так, да? А какой диалог я могу по 2 раза, Да, например, да. перечитать. Я расскажу вам прикол, смешной случай, связанный с аудиокнигами. Решила я как-то начать слушать аудиокниги, еду в машине, включила рассказ. Ну, то есть они же очень длинные. Я Мгм. решила начать с рассказов. Это был рассказ Стефана Цвейга «Амок». Я вообще ничего не знаю о нем, просто коротенькое аудио. Я, в общем, в пробке стою, слушаю, и такая уже... И немножко начинаешь свои мысли, да, уходить, потому что немножко монотонно. Я как-то свои мысли ушла, потом там, ну, на дороге ситуации там вырыл, и раз, короче, я возвращаюсь, когда уже слухом книги, что-то произошло. То есть я чувствую по тексту, что что-то случилось, но я не могу понять, что. Но я дослушала. Потом я пришла домой, я нашла этот рассказ. Я его прочитала. Я такая, а вот оно что. То есть там реально вот такая кульминация, какое-то событие, которое повлияло на все. И вот он потом уже таким трагическим голосом это рассказал. Я такая, блин, а я просто пропустила. Вот, поэтому я тоже... отвлекающих много. Да, Этих там много. можно отвлечься. Вот, но я нон-фикшн книги можно слушать, потому что Мгм. там особо ты, ну, если даже отвлечешься, сюжет, ну, Ну да, никак нет, не связано. влияет, да. А вот художественный, вот я тоже хотела начать «Задача 3 тел». Люций Синий, это научная фантастика, объемный труд. Я включила в машине, такая, не, я поняла, что я это не смогу. Это Мне надо кажется, в читать. наушниках хорошо слушается. Я, допустим, надеваю наушники, и когда хожу пешим, я прям ну вот, очень да, хорошо. если... А в машине, мне кажется, Да. да, но еще вот так как-то фоново, плюс у тебя внимание то сюда, Да, то туда, да, да. и мне кажется, даже сконцентрироваться невозможно. Да. Ну, я не смог привыкнуть вот именно к голосу, к интонации, к тому, как кто-то... Да. Это как будто ты сидишь, и рядом сидит кто-то и читает тебе. Ну, вот, ощущение такое, да, и мне вот этот формат вообще не зашел. Я всегда так читаю, и плюс я еще и не читаю электронные книги. Я читаю прям, я иду, покупаю. Ну, такое. дорогое хобби сейчас Да. покупать книги. Не, я к электронным нормально, потому что иначе, ну, очень дорого покупать книги. Особенно, если ты знаешь, что книга, ну, не стоит там своих денег. Я так ее прочитаю, думаешь, ой, хорошо, что не купила. Вот. Но как я выбираю книги, всегда по-разному, от настроения. То есть иногда мне хочется прям трешак. Я очень люблю скандинавскую литературу, триллеры, true crime, там про убийства, всякие детективы. Вот. И я хочу, когда у меня такое настроение, я хочу... Это как с музыкой, да? Да, когда Иногда такой надо рок, да, просто. включаешь, да, вот. И я вот это читаю, такая, о, классно, там все, короче, расследование убийства, и все. А иногда вот хочется чего-то такого. Вот, например, я сейчас 2-ю книгу только читаю января, как я сказала, вот про слона, и она мне так нравится, я прям растягиваю, то есть я ее могу... Наслаждаешься. быстро, да, я прям растягиваю, по главе читаю, потому что вот эти образы, вот этот слоник, вот этот великолепный век, да, в Турции, все так классно описывается. Вот. А до этого я прочитала книгу Наоми Алдерман «Сила». А я давно хотела ее прочитать. Эта книга, можно сказать, такая антиутопия. Сюжет вообще поразительный. Если у женщин появилась бы сила в виде электрического разряда. То есть стали рождаться девочки, у которых есть здесь пасма, это такой проводник, и они могут биться током. И представьте, как поменялся мир. То есть изнасилования нет, потому что Что-то женщина... типа Барби, да? Да, как Барби. Вот, это феминистическая книга, и она очень жестокая. Она показывает прям вот, прям вообще наоборот. То есть женщины, ладно, были адекватные женщины, которые, вот если на них нападают, она может себя защитить и все. Но стали и те, которые стали злоупотреблять, которые просто... И там в этой книге, там вот один из героев, парень, журналист, он как раз это все освещал. И он говорит, я иду по улице и вижу нетрезвых кучку женщин. И они смеют. И я думаю, хоть
хоть бы они меня не заметили, хоть бы они меня не заметили. И я мимо, говорит, капюшон надела, прохожу, такой, хоть бы они меня... И они такие, красавчик, короче. И он такой, блин, и они за мной идут. И это мир наоборот. Вот. И то есть правительство стали возглавлять женщины. Женщины вышли на всякие митинги, забастовки. Они начали... Вообще, военные женщины стали вообще творить бесчинство. И я все прочитала, и я такая, такой трэш. Мне надо чего-то позитивного. Что-то нужно такое очень миленькое, добренькое. Вот, мне нужно отойти. Причем есть еще сериал «Сила». Вот. Но я пока еще не готова. Я такая, блин, если это в книге, как там прям описывается изнасилование, то есть как мужчин там убивали, насиловали вот этой вот электрической силой. Ну, конечно, там были и мужские движения, которые такие, надо их всех заковать, там и насилие в другую сторону, то есть у них вырывали эти штуки, и их там избивали просто так. Ну, то есть это ужасно, короче. Ну, вот такой мир, вот она показала, как вот, что было бы, если... Ну, и там, наверное, главная мысль в том, что власть, она опьяняет всех. То есть, когда... Неважно, какой Да, гендер. неважно, да. То есть, когда у тебя вот эта бесконтрольная власть, и когда у тебя, ну, есть такие наклонности, ну, не важен уже пол твой. Вот. Да. Поэтому вот так я выбираю. Я люблю всякие, как ФБР ловит преступников, разум убийцы, как вычисляют серийных убийц. Ну, это я сериалы смотрю, подкасты. Ну, просто такой вот интерес. Ну, в смысле, это же нон-фикшн книги. Да. Вот. Поэтому по-разному. Я подготовила список, он у меня довольно большой. У меня есть, я сразу так скажу, в общем, есть список нон-фикшн книг, которые я рекомендую всем. То есть это книги для эффективности, для того, чтобы там лидерские качества свои развить, проактивность. Ну, тут в основном такая классика «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Коуви. Это такая классическая книга, Библия. Ее, кстати, нужно читать много раз, потому что она с каждым разом открывается. Тут больше о том, наверное, как вот и стать индивидуально проактивным человеком, эффективным и работать в команде. Основные принципы. Потом, как привести дела в порядок или метод GTD, Getting Things Done. Это тоже такая одна из классических книг о том, как вот наладить там свои дела, не распыляться. И, кстати, я по GTD уже несколько лет планирую свои дела. Это очень Это типа удобно. тайм-менеджмента? Да, как тайм-менеджмент. Ну, вот это вообще супер. Я про нее узнал в университете, и прям, ну, Get Things Done, мне кажется, должны многие знать. Да, вообще, это вот модель, которую ты вот адаптируешь, и ты всю жизнь по ней живешь, и как бы все спокойно, нормально, да. Потом есть еще похожая книга, более простая, Agile Life, это Катерина Ленгольд. У нее тоже примерно там описывается, как вот свои сферы балансировать, ну и вот эти спринты, Agile спринты. 12 недель в году, это тоже книга, можно сказать, по тайм-менеджменту, как планировать, то есть представьте, что у вас год длится 12 недель, это тоже такие вот, можно сказать, спринты. Еще 45 татуировок личности и 45 татуировок менеджера Максим Батарев. Жестко написано в таких наших СНГовских реалиях, но прям круто. Ты читал, да? Да, вот. Ну, то есть там вот есть книги по лидерству западные, такие мягкие, там, разговаривать с работником, попытайся узнать. И Батарев такой, не ведем переговоров с террористами. Такой, учить, лечить, мочить. Ну, в наших реалиях, видимо, оно так и работает. Вот. И посоветовала бы еще, наверное, Стив Джобс, биография Уолтер Айзексон, автор. Очень классно написана биография, думаю, для айтишников будет очень интересно. И новая книга, это уже фикшн, это называется ИИ 2041, 2041, искусственный интеллект 2041. Это сборник рассказов о том, как изменится наша жизнь с искусственным интеллектом. Там 10 рассказов, и каждый есть комментарий ученого. То есть это, вот мы делали эпизод, кстати, недавно в Книгометре, обсуждали эту книгу, и это прям классно. То есть ты лучше узнаешь, как работает искусственный интеллект, и ты уже его не боишься, такой, ну это такие-то алгоритмы, и, в принципе, ну как бы все нормально. Ну плюс там есть такие фантастические рассказы. Вот. Классно. Надо наших паникеров готовить, да? Да. Вот, я тоже прочитала, такая, ну нормально все, как бы, ничего страшного. Ну, мы и так живем уже сейчас, как в фантастике, если сравнивать, люди 100 лет
назад бы увидели, Да, такие, да. о боже! Да. Так же. Вот. И, наверное, из художки посоветовала бы Драйзера, любимого, «Финансист» или «Американская трагедия». И прочитайте Даниара Сугралинова «Level Up». Это казахстанский автор, который продается на Амазоне. У него Я очень только много. хотела спросить, а есть казахстанские Да, авторы? да, казахстанские авторы. Но я Вот. Level Up не читал. Ну, классное, да. Но оно такое вот про то, как стать индивидуальностью. Это, в общем, подойдет, наверное, геймерам. Это если бы наша жизнь стала как игрой, то есть человек просыпается, парень, и у него вот перед глазами этот интерфейс, там, силы столько-то, там, прокачать это, и он начинает действовать по алгоритмам компьютерной игры и себя прокачивает как личность. Да. Ну, то есть такая классная книга. Вот. Ну, вот такие, наверное, рекомендации. Ну, и хотелось бы еще такой вопрос задать. Марин, ты много читаешь, и как, насколько это чтение, да, влияет на твои внутренние ориентиры, на твою жизненную философию? Мгм. Ну, наверное, влияет. То есть я говорю, если это развивает эмпатию, то лучше узнаешь поступки людей. То есть ты можешь как бы просто взяв книгу какую-нибудь хорошую, узнать, о чем думают люди, как они мыслят, да, разные люди, какие у них мотивы, поступки. И это классно, потому что это же все основано на жизни. То есть любая художественная литература, она основана на опыте писателя, на его наблюдениях, вот. И еще, наверное, это возможность попутешествовать и прожить несколько жизней. Ну, попутешествовать не только по странам, но и во времени. То есть пожить там, не знаю, много Ну, веков вот это назад. круто, да. Да, вот это вот, наверное, то, что вот дает мне литература. Супер. Ну, я Ахмед. знаю, о чем вы думаете. Это же тоже книга есть такая, Джон Авара, да? Она же так называется? Да, не знаю. Это бывший агент ФБР, Вау. который как раз изучал языки. О, надо записать. По нему Lie to Me, кажется, по нему снят, если я не ошибаюсь. Я люблю Сериал. такие книги. Да, и Все, он я там записала себе. всю жизнь изучал людей, их там жесты, когда у него жесты не совпадают, когда он врет, когда нет. И Да. вот Классно. такая прикольная Язык книга. тела. Да. Язык тела, да. Да. Ага. Давайте Интересно. скажем про наш Да, приз. у нас есть... Давай, Марина. У нас есть приз лучшему комментатору. Вот такая книга «Социальная сеть, изменившая мир» про Мета и Facebook. И вы можете выиграть эту книгу, если оставите комментарий. В комментарии нужно написать о книге, повлиявшей на вас. То есть, как мы вот обсуждали разные книги. Также и вы напишите в комментарии о какой-то одной книге и распишите, как она именно повлияла на И вас. мы с Мариной как раз выберем лучший комментарий и подарим, отправим вам эту книжку. От Марины. Да. Марин, спасибо большое, что уделила время, что пришла. Спасибо вам. Вот, и спасибо Спасибо. большое за такой полезный контент. Спасибо. Надеюсь, Что вы он был делаете? полезный. Столько болтали. Нет, Ну, вы же нет. делаете очень большой полезный контент, что книгометр, Мгм. поэтому пусть он у вас процветает. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Марина. Классно. Классно пообщались. Я многое узнал еще про книги и вообще для себя подчеркнул то, что классика чуть-чуть... Вот мне понравилось вот это вот то, что ее можно всегда прочитать, да, и оно будет всегда актуально для этого времени. И, блин, я попробую послушать опять. И, может быть, я еще и к аудиокнигам приду как-то. Не, лучше Чтобы по подкасты дороге. слушать. Слушайте подкасты, «Книгометр», слушайте «Морское время», мои подкасты. Обязательно «Узмыс» подкаст тоже. Да, попробуйте. Кстати, я посмотрел с Галлумом, и Ага. было очень прикольно. М, Для меня он открылся вообще с новой стороны, Да. поэтому обязательно посмотрите подкаст «Морское время» с Галлумом, Да. Олег Баровым. Мгм. Вроде казалось, что комик, Мгм. но выпуск не комический, Да, да? да. Ну вот И это... в этом есть какой-то такой свой сок Мгм. этого выпуска. Ну да, это вот, я считаю, это моя задача как интервьюера — раскрыть человека, ну и, возможно, с другой стороны, Да. на самом деле. Вот. Так что спасибо вам. Желаю Спасибо. удачи и процветания вашему большое. подкасту. Спасибо. Да. Толстой или Достоевский? Достоевский. Ауэзов или Есенберлин? Ауэзов. Попса или художка? Фикшн, нон-фикшн? Художка. Алматы или Астана? Алматы, конечно. Подкаст или радио? Подкаст. Допсус или Замандас?
О, оба. Ладно, да все. Коварненько это было. Кофейня или коворкинг? Кофейня, Латте или капучино? капучино. Оушенмен или Айронмен? Конечно, Ocean Гарри Поттер или Голодные игры? Голодные игры. Классный вопрос. Супер! Спасибо. Спасибо. Спасибо, Мария. Классный.